Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема – это как налаживать отношения между людьми с точки зрения ислама. В одном из хадисов, переданных со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорится: «И относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Один из величайших ученых 3-го столетия, Зуннун аль-Мисри, рахимахуллаху та'аля, был из больших аулия, был известен тем, что он одним аятом из суры Аль-Калам, он или же убивал шайтана, или же шайтан сбегал. Если он проникал в человека и мучил его, то он читал один аят «Нун», и он помогал мусульманам и тем, кто мучает его джинны, неверующие, которые мы называем шайтанами, он помогал этим самым. Был мудрейшим ученым и сказал такие прекрасные слова. Когда у него спросили, что нам делать для того, чтобы исправить свои внешние деяния, намаз, пост, он сказал: «Аслиху сараиракум юслихиллаху лакум аляниятакум». Вы исправьте свои внутренние деяния, Аллах исправит ваши внешние деяния. Потом у него спросили, а как нам наладить отношения между людьми? То есть мы или плохо относимся к людям, или они к нам, но у нас не налаживается контакт. Что нам сделать? Тогда он сказал: «Ман аслаха ма байнаху ва байна Аллах, аслаха Аллаху лаху ма байнаху ва байна нас». Тот человек, который исправил свои деяния у Всевышнего, то есть он исправил свое положение, то, что между ним и Всевышним. Аллах исправит его положение между ним и людьми. Далее он был спрошен, а что нам делать для того, чтобы получить дунья, то есть ризк, получить то, что в этом мире? Он сказал: «Аслиху амрад аль-ахира», вы исправьте вопрос вечной жизни, то есть именно настройтесь на вечную жизнь и действуйте. «Юслихиллаху лакум амра дуньякум». Аллах исправит то, что в этом мире для вас, то есть дарует вам ровно столько, сколько нужно в этой дунья. Любовь и мягкость к другим – это то, что действует эффективнее многих слов и наставлений. Люди могут забыть слова, которые вы им сказали, но долгое время будут помнить доброе отношение к ним. Это было оружием посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Его мягкость, нисходительность, терпимость к другим воспитывали в других лучшие нравы. Посланник Аллаха дал нам знать такое прекрасное правило. Когда у него спросили, что мне сделать, чтобы меня и Всевышний любил, и люди любили, то посланник Аллаха сказал: «Изхад фид дунья юхиббук Аллах». Будь аскетичен в этом мире, то есть повернись к этому миру спиной и иди в сторону вечной жизни, имеется в виду в соблюдении, то юхиббук Аллах, Аллах тебя полюбит и будет любить. А что сделать, чтобы люди любили? Он сказал: «Изхад фима байна нас юхиббука нас». Ты будь аскетичен по отношению к тому, что у людей, то есть не завидуй, не злословь, не будь озлоблен на них, потому что у них что-то есть, то тебя люди тоже полюбят. В Коране сказано: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним, а ведь если бы ты был грубым и жесткосердечным, то они непременно покинули бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих». Когда ты аскетичен к этому миру, когда ты аскетичен ради Аллаха, и ты направлен к той вечной жизни, не к этой временной жизни, то ты возвышаешься. Когда человек стремится к мирским благам, то у него могут проявиться такие отвратительные качества, как алчность, зависть, высокомерие и другие пороки, которые навредят не только ему, но и его отношениям с окружающими. А когда он больше думает о вечной жизни и о том, что ждет его в судный день, то старается поступать с людьми так, как учил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. А если же
ты будешь делать такие действия, которые приводят тебя к любви к этой дуне, то ты понижаешься в степени у Аллаха. То же самое, если ты будешь аскетичен тому, что у людей, не завидовать, наоборот, радоваться, когда у людей что-то получается, поддерживать их и в горе, и в счастье, и в беде, и в трудностях, и в радости, везде ты их поддерживаешь, то люди, конечно же, будут любить тебя и будут к тебе относиться достойно, как и надо. Но очень важный момент, если ты это делаешь исключительно ради Аллаха. По-настоящему высоконравственный человек щедр на добрые дела по отношению к другим людям. И даже если ему кто-то наносит вред, то он не отвечает злом на зло, а прощает того, кто его обидел, и даже сверх того делает ему добро. Это и есть показатель его нравственности и высокой культуры. В исламе мы не играем роль. В исламе мы должны быть настоящими. Если ты играешь роль искреннего, играешь роль доброго, играешь роль щедрого, милосердного, это в конце концов выявится. И в этом мире Аллах тебя унизит, и в той вечной жизни унизит, потому что внутри чернота. А когда ты настоящий, именно ты это делаешь исключительно ради Аллаха. Ты каждое деяние стараешься делать по-настоящему, реально, веря в это, искренне любя это и понимая, что это у Всевышнего возвышено, тогда действительно искренне у тебя будут хорошие отношения между людьми. Хорошие отношения с окружающими – это большое благо для верующего. Но для того, чтобы достичь прекрасных взаимоотношений с людьми, необходимо много работать и прежде всего над собой, над своими недостатками, желаниями и амбициями, борясь со своим эго. Об этом также говорил Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, такие красивые слова. Он сказал: «Ман ахласа ниятаху кафаху Аллаху та'аля ва байнаху ма байна нас». Тот, который искренне ради Аллаха вышел на пути Всевышнего, воистину достаточно это для него, то есть Аллах будет ему достаточен в том, что между ним и людьми. То есть Аллах не даст ему вреда от людей, наоборот, наладит связь между ними. Поэтому мусульманин, он таков, он настоящий, он не ищет какие-либо недостатки, не завидует, а наоборот налаживает связь между мусульманами, тем более это родственники. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в первую очередь, когда начал свой призыв, начал с своих родственников, с близких. Не начал с отдаленных сел или городов. Именно там, где он родился, там, где он жил и вырос, начал своих родственников, как дяди, двоюродные братья, приближенные ему. Для того, чтобы мусульманин всегда помнил о своих родственниках, Всевышний Аллах в Священном Коране повелел верующим постоянно поддерживать и укреплять связи с ними, совершать для них благодеяния. Очень важно, чтобы мусульманин, он поддерживал родственные узы, именно их навещал, поддерживал в трудности, в радости. Позвали на свадьбу, идет на свадьбу. Позвали на похороны, идет на похороны. Поддерживает их в любой ситуации, любой трудности. Кто-то болен, посещает его, делает дуа, поддерживает его советами, прочитывая ему Корану, из Корана аяты, а также говоря сунну пророка, алейхиссалату вассалам, поддерживать его во всех отношениях. Не делайте намерения, чтобы люди вас возвышали, уважали. Валь-ияду биллях. Аллах сам вам даст это уважение и почет. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал такие слова: «Ман тавадуа лиллахи рафааху». Тот, который скромен ради Аллаха, исключительно ради Аллаха, Аллах его возвышает. То есть, когда ты скромен и ты себя унижаешь, понижаешь перед Всевышним, Аллах тебя возвеличивает. Удивительное правило. Чем больше ты себя принижаешь, тем больше тебя возвышает. А чем больше ты себя возвышаешь, тем больше тебя и унизит Аллах. Поэтому правило очень простое. Больше нужно себя принижать, понимая, кто ты есть.
понимая, что ты из себя представляешь. В Коране Аллах дает нам знать значение таково, что Он создал человека слабым. В чем наша слабость? В том, что мы себе не выбрали год рождения, в том, что мы себе не выбрали день смерти, в том, что мы нуждаемся во многих вещах, которые Аллах создал, в том, что мы себе даже не выбрали быть мужчиной или женщиной, и какой нации, цвет кожи и тому подобное. Мы себе это не выбирали, мы слабы. Это нужно признать. И человек, это признавая, веря в это, понимая, если будет себя принижать у Аллаха, Аллах его возвысит и в этом мире, и в той вечной жизни. Поэтому, дорогие мусульмане, правила очень просты. Не будьте высокомерны, будьте достойны, следуйте исламу, следуйте сунне пророка, алейхиссалату вассалам. У вас отношения между достойными людьми обязательно наладятся. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.